На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Откровенный разговор с президентом. Аслан Бжаниев встретился с членами Общественной палаты Абхазии. Один на один с образованием или учебный год поставлен на паузу. Как одна отдельно взятая семья справляется с обучением своих детей. Лучшие в онлайн-диктанте. Победителей первого диктанта в формате онлайн по абхазскому языку наградили дипломами. Откровенный разговор с президентом. Аслан Бжаниев встретился с членами Общественной палаты Абхазии с тем, чтобы обсудить самые актуальные проблемы и вопросы, такие как энергетика, безопасность, процесс гармонизации законодательства Абхазии с российским. Члены Общественной палаты поинтересовались у главы республики о том, как идет процесс оптимизации кадров госаппарата, о политике президента в отношении развития села, образования, демографии и другом. Слово Марьяне Котовой. Президент Аслан Бжаниев встречу с членами Общественной палаты начал с вопросов, которые он обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Первой проблемой, которую он назвал одной из самых актуальных для обеих стран – безопасность. По словам Аслана Бжания, Карабахская война показала, что Южный Кавказ, как и мир в целом, непредсказуем и небезопасен. Поэтому и нам необходимо готовиться к войне. Создание единой территории обороны и безопасности становится на первом плане. Я никого не хочу стращать. Будут сложности, вокруг России будут такие процессы происходить, будут локальные войны. На то есть основания серьезные. Поэтому мы будем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы укрепить наши вооруженные силы. Ревизия, которую провел президент по воинским частям Абхазии, по словам Бжания, показала, что их состояние далеко от боеготовности. Я вот вчера ездил по воинским частям, нашим воинским частям. Я даже не знаю, как выразить, какими словами то, что я там увидел. Наверное, мы еще одну поездку совершим. Я бы хотел, чтобы было несколько представителей из Общественной палаты в полном составе Комитета по безопасности парламента. А у нас в этом плане предстоит огромная работа. Договор, подписанный с Россией, как рассказал президент, предусматривает формирование объединенной группировки войск, так как содержание современной армии сегодня обходится недешево. Договор предполагает этапность реализации многих мероприятий крупных, в том числе модернизацию вооруженных сил, создание объединенной военной группировки совместной, ее расположение. Там много-много этапов. Я вам могу сказать, что в этом ключе мы продвинулись или на этом этапе реализовали не более, может, 15-20%. Вторая по важности в рейтинге президента – проблема пандемия. Но здесь, по словам Бжания, государство справляется неплохо. Пациентов с диагнозом COVID-19 в абхазских больницах лечат практически бесплатно. Но вот на самом деле мы смело можем сказать, что 90% стоимости вот этого лечения покрывается за счет государства. Иногда бывает, что на каком-то этапе препарата нет, родственники покупают, такие факты имеют место, но большинство, 90% расходов на себя берет государство. В среднем 10% государственного бюджета ушло на борьбу с новым вирусом, как говорит президент. Вот сейчас, на этом этапе, с начала года всеми государством, частными лицами, общественными организациями, международными организациями объем финансирования, связанный с противодействием ковида, доходит 250 миллионов, было 260, 170 и 50, почти 500 миллиарда рублей. Что касается ограничительных мер, то, по словам президента, власти выбирают из двух зол меньшее, чтобы выйти из пандемии с наименьшими потерями. Например, потери бюджета составят примерно 1 миллиард рублей. Это плохо, что дети не ходят в школу. Это, конечно, плохо. Но мы стоим перед таким выбором между плохим и очень плохим.
Поэтому мы вынуждены идти на эти ограничительные меры. Третья актуальная проблема – энергетика. Как рассказывает Аслан Бжани, еще с 2012 года было известно, что энергосистема республики не справляется с возрастающими нагрузками. Но принципиальных решений в этой области принято не было. Поэтому то, что происходит сейчас, не чрезвычайная ситуация, а итог процессов, которые проходили все эти годы. Многие из вас, наверное, сталкивались с тем, что идет вот стояк по дому, и он весь состоит из свечей. Свеч, да, вот он там течет, тут течет. Свеч можно латать, вода в принципе будет поступать, но не того качества, не под тем напором. Примерно то же самое у нас происходит в энергетике. Там уже латать нечего, там надо предпринимать серьезные усилия. Кардинальным решением проблемы в области энергетики президент считает привлечение инвестиций в эту отрасль. Нам нужны инвестиции. На каких условиях мы получим инвестиции? Об этом надо будет говорить. Вот когда мы станем перед выбором иметь свет, не иметь свет, иметь свет, который будет стоить определенных сумм денег, нам сделать выбор будет проще. Жизнь заставит. Вот прошло время, когда правде надо будет смотреть в глаза. Программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства двух стран как раз в одном из своих пунктов предусматривает возможность инвестиций в энергетику Абхазии. Формулировка следующая. Разработка и принятие нормативных правовых актов в Республике Абхазия, регулирующих привлечение инвестиций российских компаний в целях развития и модернизации электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности Республики Абхазия. Что касается перетока, который планируется осуществлять в ближайшее время, то, по словам президента, сейчас специалисты уточняют необходимые детали. И после этого Абхазия получит российский свет. Принципиальная договоренность об осуществлении перетока, она достигнута. На днях я рассчитываю на то, что есть там определенные детали. Вчера еще приезжали специалисты, они ездили туда на станцию, потом ездили дальше, проверяли уровень воды, потому что есть вещи, которые требуют, скажем так, уточнения. Я думаю, что этот вопрос мы сейчас локально решим, но принципиальное решение вопроса это потребует значительного времени. Что касается майнинга, то, по словам Бжани, сегодня ведется работа по выявлению криптоферм. Но называть имена каждого владельца не получается по той причине, что почти за каждой из них стоят подставные лица. И найти реального хозяина оказывается непростым делом. Вот надо телевизор смотреть, там видно, кому пришли. Но знаете, тут какая история, как это обычно бывает. Почему не всегда об этом можно говорить, к сожалению, вслух? Потому что юридическое лицо там, оформлено на кого-то, фактическим хозяином являются другие люди. В большинстве случаев так оно и происходит. Когда речь заходит о гармонизации, то первой ассоциацией у обывателя возникает вопрос о продаже недвижимости иностранным гражданам. Однако, по словам президента, он сейчас не актуален, но с повестки дня не снят. Мне понятны фобии, мне понятны опасения. И я согласен с тем, что эти фобии и опасения имеют почву под собой. Я очень рассчитываю на то, что мы укрепим наши правоохранительные органы, мы самодисциплинируемся и потом вернемся к этому вопросу. Я это вижу при правильной реализации как тема, которая может быть полезной в целом для развития Абхазии и экономики. Когда речь может идти об определенных местах, на определенных условиях и так далее. По словам Аслана Бжани, в будущем можно было бы связать разрешение продажи недвижимости иностранным гражданам с решением проблемы жилья для местных жителей. Как говорит президент, сегодня в Абхазии 2500 очередников на получение жилплощади. Государство за свой счет их обеспечить не может, но в перспективе эту проблему мог бы решить застройщик. И если настанет время, когда будет реализовываться вот этот проект, связанный с предоставлением права приобретения жилой недвижимости иностранным гражданам, то в некоторых государствах проблемы нехватки жилья решаются таким образом. В том числе определенные квоты выдаются нуждающимся, там 15%, 20%. И таким образом решается еще одна проблема. Но то, что сейчас я говорю, это я с вами обсуждаю, это еще нет готовых решений, это не проект.
Мы на эту тему обязательно будем говорить. Мы будем аргументации друг друга учитывать. После продолжительного монолога президенту стали поступать вопросы и предложения. Одно из них – сократить число депутатов Народного собрания. Вообще количество депутатов, если брать, я честно, пускай никто не осудит, 15 человек расширить округа, 15 человек депутатов для нашей страны хватает. В России, где 440 миллионов, вот там получается на одного избирателя 320 тысяч. Я смотрел, в Армении там 50 тысяч избирателей. У нас 2,5-3 тысячи. Тогда и выбор будет лучше, когда округа будут расширены. Не придут там просто так для галочки, чтобы поднять руку профессионалы. По словам Аслана Бжания, переизбыток работников наблюдается в каждом ведомстве. И так как финансирование бюджетная сфера получает напрямую из Москвы, то сокращение штатов обсуждалось там. Поэтому в будущем оно ожидается. Основным категорией бюджетников в этом году Россия выделила 1 миллиард рублей. И вот новое руководство на абхазском направлении, они начали проводить анализ, какое количество должно быть людей, а почему такое количество, если население такое. Вот в этом ключе мы работаем, и я думаю, у нас предварительно, сейчас идет переписка, в ближайшее время, там в течение года, полутора, я думаю, что 5% примерно бюджетной сферы нам придется сократить. Они просто не будут это финансировать. Члены Общественной палаты обсудили вопрос налогообложения, проблемы силы абхазского языка, туризм и обслуживание в этой сфере, перспективу газификации республики и другие проблемы. Мариана Котова, Торник Амичба, Раму Камке, Абаза ТВ. Ну а в правительстве обсудили вопросы таможенного прохождения сельхозпродукции через КПП ПСОУ. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее совещание с участием первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопо и первого заместителя председателя ГТК Аляса Лабахуа, сообщает сайт правительства. Совещание было посвящено итогам инспекционной поездки на КПП ПСОУ в целях упорядочения погранично-таможенного прохождения товарных партий сельхозпродукции, экспортируемой в Российскую Федерацию. С началом высокого сезона цитрусовых появились проблемы оперативного прохождения грузов через государственную границу. В их числе ограниченные возможности контрольно-пропускного пункта МАП «Адлер» по досмотру и соответствующему оформлению крупных партий цитрусовых. По этой причине в последнее время наблюдалось скопление грузоперевозчиков. Все задействованные на границе службы работают на пределе возможностей. Вместе с тем, в результате рабочих контактов с представителями российских пограничной и таможенной службы принятых мер, как отмечается на сайте правительства, ситуацию в прошедшую ночь и в течение сегодняшнего дня удалось изменить к лучшему. При этом Беслан Джопо и Аляс Лабахуа высказали опасения, связанные с возможностью повторного возникновения проблем, поскольку сезон сбора и экспорта цитрусовых пока не достиг своего пика. Премьер-министр поручил им контролировать ситуацию в ежесуточном режиме и при необходимости активно взаимодействовать с российскими коллегами. Финансы на новых основаниях. Абхазо-российский онлайн-семинар, посвященный новым правилам учета бюджетных средств, состоялся в Кабинете министров. Видеомост объединил представителей Федерального казначейства России в Москве, сотрудников управления Федерального казначейства по Ростовской области в Ростове-на-Дону с участниками из Абхазии. С абхазской стороны в семинаре приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, депутат парламента Наталья Смер, начальник управления казначейства Саид Губас, председатель контрольной палаты Роберт Аршба, а также руководители районных финансовых органов. Подробнее Надежда Боровикова. Онлайн-семинар-совещание на тему «Учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств республиканского бюджета» – это очередное совместное мероприятие Минфина Абхазии и Казначейства России в рамках реформы финансовой системы Абхазии. Эта реформа была инициирована в 2015 году и продолжается по сей день, так как включает большой спектр вопросов, начиная от внесения изменений в законы и заканчивая детальной проработкой процессов во всех районах республики. Открывая онлайн-семинар, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев обменялись приветствиями, после чего начальник управления ведомственных проектов Федерального казначейства Дмитрий Семенов рассказал о результатах реализации мероприятий в рамках модернизации казначейской системы Абхазии. Организован полноформатный доступ казначейства России к программному комплексу управления казначейства в режиме просмотра. И здесь также мероприятия раздела 2 дорожной карты выполнены в полном объеме.
В-третьих, в части обеспечения нормативно-правового регулирования, да, здесь достаточно большой раздел. Здесь нами была оказана соответствующая информационно-методологическая поддержка Министерства финансов, в результате чего абхазской стороной было утверждено 7 законодательных и нормативно-правовых актов. В том числе, хочу подчеркнуть, да, что были внесены изменения в закон Республики Абхазия об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия. Дмитрий Семенов подчеркнул, что значительный объем работы запланирован на 2021 год. В частности, в течение первого полугодия должен быть внедрен механизм казначейского сопровождения государственных контрактов, а для этого необходимо принятие более 10 нормативных актов. Депутат парламента, председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Наталья Смыр выразила полное согласие и готовность работать для совершенствования системы учета бюджетных средств. Мы тоже со своей стороны, как депутаты парламента, как председатель комитета, я могу вас заверить, что с большим удовольствием начнем работу по именно внедрению и внесению изменений в наши законодательные акты. Я со своей стороны могу сказать только одно. Нас радует именно внедрение и казначейской системы сопровождения, да, она приводит к возможности прозрачного ведения и отслеживания бюджетных средств, и нас это очень радует. Начальник управления казначейства Саид Губас поблагодарил коллег из России за оказываемую помощь, высоко оценив актуальность темы семинара. Правильно налаженный учет обязательств получателей бюджетных средств поможет сделать нашу систему еще более прозрачной, уверен Саид Губас. На мой взгляд, это достаточно объемный и информативный процесс, который позволит Министерству финансов получать исчерпывающую информацию о содержаниях, направлениях, видов обязательств, которые принимают на себя бюджетные организации. И однозначно этот механизм вкупе с внедрением кассового планирования исполнения бюджета позволит нам более эффективно использовать бюджетные средства. Представители федерального казначейства в Москве и управления в Ростове-на-Дону выступили с докладами для абхазских коллег, сотрудников Министерства финансов и начальников районных финансовых организаций. После каждого доклада следовала сессия вопросов и ответов, а после того, как онлайн-часть мероприятия завершилась и российские коллеги отключились, вице-премьер Владимир Делба обратился к участникам семинара с напутствием. Я убедительно вас прошу, моя личная просьба, да, к этому весьма серьезно относиться. Мы сейчас пока видим это только в проекте. Наталья Викторовна об этом публично заявила, оценив как положительная сторона проекта бюджета 2021 года, что межбюджетный трансфер разбит по видам, да, вот, субсидии, дотации. Теперь субсидия, еще раз повторюсь, субсидия, она вот предельные значения есть, цель окрашена, как мы говорим на бюджетном языке, ее надо будет достигать. Обращение вице-премьера Владимира Делба к сотрудникам поддержали депутат Наталья Смыр и председатель контрольной палаты Роберт Аршба. В 2014 году один из разработчиков данного закона, по которому мы сегодня живем, это закон о бюджетном процессе и устройстве, это вот Владимир Валерьевич здесь сидит, один из авторов. То есть тогда была заложена реформа бюджетного законодательства, вообще бюджетного устройства и процесса. Она сегодня не закончилась, она продолжается. Я единственное хочу от себя пожелать вам, то есть вот эту реформу, мы не должны ее бояться, мы должны ее делать. И преград у нас здесь не должно быть, мы ее должны завершить. Главная задача, цели, которые предусматривает и сегодняшний семинар совещания, это эффективность работы и исполнения бюджета нашей страны, в том числе казначейства. Новые условия учета бюджетных обязательств, введение электронной подписи и казначейского сопровождения государственных контрактов – все эти нововведения нелегким бременем ложатся на плечи руководителей и сотрудников финансовой системы Абхазии. Но без этой работы невозможно создать прозрачную систему расходования народных денег. Надежда Боровикова, Сосрыкуа Гуха, Абаза ТВ. Абхазия временно открывает КПП «Ингор» для приема находящихся в Грузии граждан и жителей республики, сообщается на сайте СГБ.
Пропуск следующих из Грузии граждан через КПП «Ингур» будет осуществляться с 9 до 19:00 местного времени с 3 по 10 декабря. Для прибывающих лиц обязательным будет прохождение на границе медико-санитарного контроля с обязательным предъявлением справки об отсутствии COVID-19, выданной лечебными учреждениями Грузии, не позднее 72 часов, трое суток, до момента пересечения границы. С момента закрытия границы с Грузией в связи с пандемией российские пограничники зафиксировали более 4000 попыток незаконного пересечения границы, сказал в интервью «Радио Спутник» начальник погранотряда службы госбезопасности Абхазии Рустам Латипов. В прошлые годы, когда контрольно-пропускной пункт «Ингур» был открыт, показатели по незаконному пересечению были намного меньше. Учитывая в том числе это обстоятельство, было решено открыть гуманитарный коридор на 1 неделю, заметил Латипов. В течение этого времени жители Галского района, оказавшиеся на грузинской стороне, смогут вернуться в республику. Также люди, поехавшие в Грузию для получения неотложной медицинской помощи, проинформировал начальник погранотряда. Абхазские предприниматели станут участниками нового проекта российских коллег. При содействии торгово-промышленной палаты Абхазии в республику с 3-дневным рабочим визитом прибыла делегация Северного Кавказа, возглавляемая президентом Союза Пятигорской ТПП Ларисой Карташовой. В составе делегации инвестор из Молдавии Юрий Ников. Цель приезда российских коллег – сотрудничество с абхазскими производителями. Проект сотрудничества – это переработка абхазских экологически чистых фруктов, цитрусовых, киви, фейхоа и других с добавлением абхазского меда для сырьевой базы, для производства ягодно-фруктового натурального чая. Готовая продукция может реализовываться на территории России с последующим экспортом в страны Европы. 1 на 1 с образованием. Учебный год 2020 был поставлен на паузу, практически не начавшись. В итоге каждая семья по факту решала ее в меру своих возможностей и представлений. Наша редакция встретилась с матерью 5 детей из Гудауты. Как одна отдельно взятая семья справляется с обучением своих детей, что предлагает предпринять, расскажет Элеонора Гилаян. Пишется после ЖШ. Без проверки. Житель. А в безударном слоге? В безударном слоге букву после ЖШ надо проверять. Так второклассница Доня Авицба учит и сдает правила по русскому языку. Девочка – ученица 4-й Гудаутской школы. До недавнего времени, а если быть точнее до 30 ноября, все образование строилось исключительно на возможностях мамы Дони, Таисии Возба. Помимо Фридоны, у Таисии еще 4 детей. Никак не участвуют в образовательном процессе только самый младший из них. Я стараюсь всех вместе посадить и каждого чем-то занять. Кто школьник – школьными предметами, кто дошкольник – там что-то порисовать, полепить. Сейчас мы тоже продолжаем этим всем заниматься, но сейчас нам уже в школе выдали задание. Значит, вот в чем это все заключается, задание школьное. Нам дают каждый день домашнее задание, мы его выполняем, при этом мы должны весь новый материал своим детям объяснять сами и раз в неделю сдавать тетрадь учителю для отчетности. Все выученные правила и стихи мы отправляем по WhatsApp учителю, записываем ребенка и вот так вот. Кстати, тетради родители все же сдают в офлайне, а вот закрепление правил и прочего материала проходит без участия педагогов. Тут все на родительской совести и возможностях. При этом сами родители практически непрерывно обсуждают сложившуюся в сфере образования ситуацию, разрабатывают свои идеи, при этом не очень понимают, куда с ними идти. В родительских чатах кипят страсти. Все родители на самом деле очень возмущены, что такое происходит. Если честно, родители в отчаянии. И у родителей такие идеи приходят, знаете, отчаявшихся родителей приходят такие идеи. Было бы хорошо, если бы нам объясняли материал хотя бы в записи. Вот такие есть варианты.
Было бы хорошо, если бы мы ходили по 3 дня в школу, да, 3 дня начальная школа, 3 дня старшеклассники. Но это я вот озвучиваю сейчас варианты, которые я вот слышу извне, да. Вот. Пускай дадут свет и будет дистанционное обучение, такие тоже есть варианты. Ну а лично я, лично мое мнение, я считаю, что школы просто надо открыть. Другого выхода нет. И детсады тоже. Вот это лично мое мнение. Я такого мнения придерживаюсь. Просто открыть и продолжать жить, учиться и не лишать детей образования. По большому счету, если говорить, наши дети не учатся уже год. Не получают не то что дистанционного образования, вообще никакого образования наши дети не получают. Мы ушли на карантин в марте того года. Мы вышли здесь на сколько? 2 месяца, да, получается, мы проучились? Я не знаю, мне кажется, что наших детей, вот мою дочку, например, я смело могу отправить с нового учебного года снова во 2 класс, потому что программа не пройдена. И, конечно же, возмущает, что во всей сложившейся обстановке открыто все, кроме школ и детских садов. Вот это просто самые большие возмущения вызывает. Сейчас мама 5 детей говорит, что перед ней стоит уже острая необходимость отправить старших 4 детей на дополнительные занятия к частным репетиторам. Правда, и тут, учитывая, что семья Авицбы живет в Гудауте, есть нюансы. Вот 2 нужно на дошкольное образование отправить, на дополнительные занятия, да, а 2 на школьные какие-то дополнительные уроки. У меня нет просто другого выхода, я буду вынуждена их отправить дополнительно заниматься. Но представляете, в какую сумму это все выльется? Да, это не все у нас имеют возможность в Абхазии учить за дополнительную плату детей. Это еще одна проблема здесь вытекает. Школьников есть куда определить, да, это хорошо, как бы здесь проблем нет. Но дошкольников мне отправить, к сожалению, к большому некуда. Я даже не знаю, я пока как бы я об этом очень много думаю, но пока как бы выхода здесь не вижу. Но понимаю, что нуждаюсь в этом. И куда мне отправить детей моих дошколят, вот которые в садике, на какие-то развивающие занятия, у нас такого, к сожалению, нет. Рассуждая об идее продлить учебный год на летние месяцы, Таисия признается, что даже такая непопулярная мера может найти понимание у родителей. Главное, чтобы кто-то эти меры разработал и вообще родителям предложил. Лишать детей летних каникул – это тоже не выход, я считаю. Дети привыкли, что у них есть летние каникулы, да. Но если мы за эти 3 месяца, если они нам пойдут на пользу, то пускай будет лучше так. Пускай будет так. Пускай мы будем учиться, мы детям объясним, что так надо, что для них так будет лучше. Если это нам даст как бы что-то, то я за. Дома у семьи Таисии всегда шумно, каждому есть чем себя занять, прогулки во дворе, занятия, чтение, мультики, игры. Но все это никак не отменяет тяги старших к привычному ритму жизни, в котором школа – неотъемлемая часть. А школьники очень сильно скучают по школе. Они скучают по одноклассникам, по учителям, по самому вот этому процессу обучения, да. Те, которые ходят в садик, они скучают по садику, они скучают по коллективу, по ребятам, да, по своим друзьям. А что? Конечно, они у меня постоянно спрашивают: мама, а карантин долго еще будет продолжаться? Ну, этот коронавирус. Конечно, я им пытаюсь объяснить, что сейчас болеет, что сейчас эпидемия. Но это очень сложно. Это то же самое, как ответить ребенку на вопрос: мама, а когда у нас свет дадут? Вот. И ты не понимаешь, и ты начинаешь объяснять, да, и тут ты понимаешь, что ты углубляешься настолько во взрослые проблемы, что им это как бы не надо. И они уже столько вопросов задают, что постоянно, конечно, приходится находить на них ответы, но я как-то по-своему стараюсь объяснять. А да, они понимают, что карантин, что есть болезнь какая-то, что мы сейчас все сидим дома, дабы сохранить свое здоровье. Как-то так. Когда будет свет, непонятно, примерно так же, как не очевидно, какой выход из кризиса и застоя в образовательном процессе. А пока люди тратят деньги, силы и нервы в попытке то просветить своего ребенка, то осветить комнату, в которой он находится. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.
Лучшие в онлайн-диктанте. Победителей первого диктанта в формате онлайн по абхазскому языку наградили дипломами. Церемония прошла в конференц-зале Кабинета министров Абхазии. Учителей и учеников со всей республики наградил грамотами министр просвещения и языковой политики Инал Габлия. Обо всем по порядку. Анастасия Никонова. В ноябре в республике состоялся первый онлайн-диктант по абхазскому языку. Инициатор и организатор – Министерство просвещения и языковой политики. Проверить свои знания могли не только учителя и ученики из всех городов и районов страны, но и каждый из нас. Онлайн-диктант прошел на платформе Zoom. Онлайн-диктант урт харзуичароп назги иха ялагзана фиштах яхабхот ацуича уртки вибжуко абснахензана заадзо ибзиден загирейхна изюз рабхет пи онлайн-диктант. Ими пызгаз ядглаз заги табуб расхот. Для учителей тотальный диктант состоялся в ходе научно-практической конференции. Преподаватель младших классов средней школы номер 4 города Ачумчира Ляля Папаскир отметила, что такой формат проверки знания родного языка она еще не применяла. По ее словам, опыт оказался положительным. Рабхир Галания Рабрия онлайн диктанта идея Цурцера убри дарадза исубхайта сара сабжимер гадзак васацащицу но руслыми пысвоза не тотальный диктант зигерзевшего диктант убри зиги гонила брабсными пысыми пысырстахом алот аныр онлайн диктант а интересно схити схит бастап слушара позевшро бастап исул шома абри хараги убря гон рабхет зала сурхуза биса слушара погатара. У нас рабхир гылан есть хусистых онлайн диктант я рабря без шадзырга разухан ицхрак заду буйхарада. Среди награжденных преподаватель математики и информатики Сухумского государственного колледжа Нона Миквабия. И судя по результатам написания диктанта, она специалист не только в точных науках. Во-первых, участвовали в конференции. Конференция была очень интересная, полезная. Спасибо организаторам. И очень приятно, что проводили онлайн-диктант. Я и не надеялась там занять какое-то место. Просто хотелось принять участие. Писали мы впервые. Вообще очень хотелось бы, чтобы проводились такого рода конкурсы не только по абхазскому языку, и по другим, различные конкурсы, там викторины. Было очень интересно. После педагогов были награждены и ученики. Определились и 5 победителей в конкурсе «Читаю стих на абхазском языке». Самым маленьким и талантливым детям в онлайн-конкурсе были вручены дипломы. Анастасия Никонова, Раму Камке, Абаза ТВ. Культура вручения международной премии имени Фазиля Искандера состоится 10 декабря в штаб-квартире Русского Пен-центра, рассказал в интервью «Спутник» президент центра и председатель жюри премии Евгений Попов. Он подчеркнул, что в связи с коронавирусной пандемией мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Участники церемонии будут связываться через программу Zoom, проинформировал Евгений Попов. На соискание международной премии имени Искандера была выдвинута 51 работа. Журналист Виталий Шария и общественный деятель Астамур Какалия вошли в шорт-лист премии. Министр культуры республики Гудиса Агрба стал послом доброй воли Абхазии, учитывая личный вклад и участие ведомства в реализации благотворительных инициатив молодежи. Соответствующее решение было принято 2 декабря в ходе онлайн-конференции Фонда послов доброй воли. Послы доброй воли 2020 года, как и предыдущий состав, будут нести благотворительную миссию 3 года до 2023. В селе Псахара Гагарского района сгорел двухэтажный дом. Как сообщает сайт МЧС Абхазии, на место происшествия выехало 3 пожарно-спасательных расчета города Гагра. К моменту прибытия пожарных огнем была охвачена половина дома. Вследствие пожара все имущество пришло в негодность. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. За безнадзорный выгул скота штраф. Депутаты Сухумского городского собрания считают, что проблему бродячего скота на территории Сухума можно решить, подвергая хозяев
материальным взысканием. Народные избранники сделали заявление, которым предупредили, что за бродячий скот хозяевам грозит штраф. В нем, в частности, говорится: в последнее время все больше случаев несанкционированного выпаса коров и лошадей в микрорайонах столицы. Очевидно, что за скотом со стороны хозяев не производится надлежащий присмотр. В очередной раз напоминаем, что владельцы домашних животных обязаны нести ответственность за нарушение правил их содержания. Мы призываем коммунальные службы города и представителей УВД строго выполнять решение городского собрания от 15 декабря 2015 года, первым пунктом которого был запрещен выпас скота на территории города Сухум. По истечении 2 суток в случае неявки владельца домашнего скота либо при повторном нарушении пункт 1 данного решения. Скот подлежит изъятию и направлению на убой. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в пятницу 4 декабря в республике преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью 10, днем до 17 градусов, температура морской воды 15 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире.